родителей не могу. Родители у нас только на приеме, понимаете, кто мы такие. Вот, они даже о нас не знают никто. Вот, и мы с детьми работаем, и я говорю, что я тебе сделаю, но легче будет, но ненадолго, потому что ты живешь с раздражителем. Родители обычно так. Я говорю, что смотрите, что не так, что ли? Я говорю, вы хуже выглядите, чем ваши дети. Вас самих надо ремонтировать. С ребенком бессмысленно работать без матери. Особенно до 10, до 13 даже лет. Бессмысленно делать ребенка без матери. Бессмысленно. Ну туда и мать надо настраивать, чтобы она... Ну все, да. У нас поэтому некоторые ребята делают так. До 10 лет дети бесплатно. А матери тут там до 5, до 8 лет. 10 лет такой пограничный возраст. Потому что до 10 лет это ребенок, 10 лет и 3 месяца это взрослый. Почему? Ну давайте, в лекциях это было, я даже вопрос оставлял. Специально для вас. Нет, абсолютно верно. До 10 лет и до 10-11 лет идет смена физиологии. До этого возраста диски межпозвоночные питают сосудами. В этом возрасте дальше они отмирают. Человек становится менее эластичным. До этого возраста прям там руками лепится, как пластилин, хорошо. Ну что, давайте накидывайте. Левый у нас меньше. Правый плечо ниже. Какой глаз у тебя хуже видел? Я тоже не вижу. Что еще видите? Правый глаз. Правая нога, короче, да? Левое плечо выше. Ну тоже пуз торчит, да? Тоже смещено есть. Ну, посмотрите, с ним сложновато. Нет, это просто с этого ракурса тебе не видно. Если ты встанешь сюда, ты увидишь. Ага. Вы всем перекрываете, только надо посмотри и уходи на свое место. Ладно, идите. Здесь сложно. Давайте я вам рассказал, потом еще друг на друга поэкспериментируем. Поэтому я когда смотрю, человек подходит к ним, о, здрасте, здрасте, привет, привет. Раз, сразу, раз. Понятно, да? Он потому что это. Я говорю, ой, здрасте, а что? Спите плохо, да? Я? Ну просто. Плохо. Зачем там готовить? Он на тебя начинает думать, блин, какой ты там провидец. Вы помните, как я вам рассказал, Анатолий Васильевич мне там? Сейчас вот вы все будете, сейчас вот это научимся. И что, по груди, что скажешь? Вот смотрите, вот балахон у него. Да, правая выше, чем левая. Вот так вот если. По мне так левая. Левая. Нам видно, что правая, да. Надо перед ним стоять. Надо перед ним стоять, Да, конечно. потому что только сбоку. Да. Левая на самом деле более спазмирована. И левая рука, Правая, если ты посмотришь, и вот опять тело вправо развернуто, не очень. Ребят, раздвиньтесь в сторону. вот видите, рука, насколько моя выше? Правая. Ну, правая ниже, левая выше. Подогнуты, пальцы. Вот сейчас вот ровно. Одинаково. Дальше, смотрите, еще один нюанс. Ноги иксиком, плоскостопие. Даже если в кроссовках, можно не смотреть. Там плоскостопие. Мышца внутренняя выключается и нога разворачивается. Вот, ну, кто летом там в шортах приходит, или девочки в лосинах и прочее. Вот. Говоришь, у вас плоскостопие? Нет, у меня никогда не было. Но если не было в детстве, то во взрослом появляется. Вот и все. Сходите к ортопеду, если мне не верите. Вам спасибо. Ну, в общем-то, жизнь я вам сломал сейчас. Теперь вы будете анализировать по улице ходить, и вы поймете, что 100% тех, кого увидите на улице, ваши пациенты. Сейчас смотрите, какой нюанс есть. Вот сейчас я вам мозги немножко сломал, да, то есть поменял вашу жизнь на до и после этого часа.